Дорогие гости, дорогой наш спикер, мы начинаем сегодняшний наш воркшоп. Меня зовут Виктория Крылова, и от имени команды «Точки кипения» всех приветствую. У нас сегодня в гостях известный видеограф Василий Нигнюров, и он расскажет про видеографию, даст нам дельные советы, поделится своим опытом и покажет свои работы. У нас мероприятие пройдет в формате воркшопа, значит, я буду задавать вопросы, и мы услышим ответы от Василия. Всем привет! Привет! Василий, расскажите, пожалуйста, как вы начали заниматься видео и как к этому пришли? Мой путь начался в возрасте 18 лет, почти сразу после школы. Я работал менеджером по продажам в студии, которая создавала телевизионные передачи на телевидении. СТС, ТНТ, ну вот такие вот каналы, да. Мы делали передачи, они были больше рекламного характера. Ну, я искал туда, получается, рекламодателей. И в мои обязанности также входило ездить на съемки. В какой-то момент у нас заболел оператор, и была важная съемка, которую нельзя было перенести. Это было мероприятие, и мне дали в руки камеру, так как не было оператора, и я пошел снимать. Я часто ездил с ним на съемки, примерно представлял, как это должно выглядеть. Мне поставили все, ну тогда еще были такие большие камеры, кассетные. Вот, и после этого я начал работать, начал снимать. Вот, и в какой-то момент мне после этой съемки заплатили 2000 рублей. На тот момент у меня зарплата была 12, и я подумал, что я хочу этим заниматься. Значит, вы пришли после того, как вам доверили работу, и это, наверное, было стечение обстоятельств, да? Ну, больше да. Тут мне девушки подсказывают, что надо подключиться к каналу в Инстаграм. Вы подключились? Нет. Сейчас. Ага, вот все, подключил. Ага, там надо подключиться к прямому эфиру «Точки кипения» и стать гостем. Все, да? Можно посмотреть на ваши работы? Да, конечно, я подготовил несколько работ. Сейчас, секундочку. Просто видео – это же такая вещь, которая обязательно должна презентоваться, показываться, да? Вот я могу показать недавний ролик. Мы работали вместе с большой командой, снимали ролик для Китай-города. Вау! Доставка. Ну, сейчас она работает на доставку. Здесь такая тематическая съемка была, она была больше творческая, ну и впоследствии мы переросли ее в коммерческую, то есть это сделали рекламный ролик для них. Работали здесь с 4 моделями, также там присутствовал стилист, визажист, фотограф. Это был на самом деле сначала более такой проект, более творческий для фотографа. Здесь я комбинировал съемку на фотоаппарат, здесь я часть материала снимал на телефон, и также я снимал на пленочную видеокамеру Киев. Пленка сейчас оцифровывается, но я не дождался и смонтировал из того, что было. Вот. Так, и хотел бы еще показать показ Лены Темниковой, когда она в Якутск приезжала совместно с промоутером, организаторами. Вот. Снимали мы вдвоем. Был Женя Живнин и, получается, я. Мы снимали в 2 камеры. Но это больше репортажная съемка, когда ты не участвуешь в организации процесса. Ты просто снимаешь то, что в данный момент происходит. Круто. Вот. Допустим, вот эта съемка примерно заняла минут 30, а Китай-город мы снимали около 3 часов. Ну, примерно Супер. так. Больше работ вы можете посмотреть у меня в Инстаграме. Мы обязательно отправим на ваш Инстаграм. Супер. Ну, с чего-то надо начать, чтобы потом прийти к таким видео, и чтобы потом все посмотреть такие работы. С чего начать? Человек с нуля, и с чего он должен
всё это Вообще делать? начать самое главное с желания. Нужно Мгм. определиться, что ты хочешь этим заниматься, ну или, по крайней мере, должен попробовать, и это должно тебе дело понравиться. В последующем, в принципе, сейчас такое время, когда можно научиться всему дистанционно, вот как сейчас карантин, например, да, Да-да-да. очень много видеоуроков есть онлайн-обучение, есть бесплатные уроки на Ютубе. Вот с этого можно начать спокойно. Самое главное– желание. У меня было несколько учеников, которые, ну, грубо говоря, там отучились курс, потом 2-3 месяца попрактиковались, и они уже стали такого довольно-таки хорошего уровня видеографами. Э, Самое главное– это, ну, желание и труд. В принципе, я так думаю, что сильно никакого таланта не нужно. Главное вот эти два критерия, которые в последующем будут развивать в тебе стиль, вкус, тайминг, там, свое видение, свой стиль в последующем, который, ну, создаст вокруг тебя ну, такую типа ауру, что ли, а, успешного видеографа, скажем так. Понятно. Спасибо. Так, тогда вот альтернатива онлайн-обучения, она, в принципе, может заместить мастер-класс в оффлайне, да, или школы, курсы. То есть, было бы желание, оно является самым основным и самым нужным, да? Ага. И, ну вот я, допустим, отучилась, прошла курсы в оффлайне, и как мне выбрать камеру? Очень много разных, вариаций, очень много на чем снимать, все таки на камере телефона или все-таки нужен обязательно фотоаппарат? А, Сейчас, в принципе, без разницы, на что ты снимаешь. Люди хорошо снимают как на телефоны, так и на фотоаппараты. А, Так что я думаю, выбор тут уже, ну, дело вкуса, что удобнее, на что удобнее снять. Тем более сейчас очень много аксессуаров, которые помогают при мобильной съемке, М, такие как стадикамы, различные насадки объективы для телефонов, и с ними спокойно можно снимать хороший контент. А, Ну и, соответственно, все зависит от бюджета. Если бюджет, ну, как бы большой, если есть возможность, конечно, желательно брать фотоаппараты беззеркальные, желательно флагманы с набором оптики и там какие-то аксессуары. Но если бюджет небольшой, в принципе, есть довольно-таки бюджетные легкие линейки фотоаппаратов, которые стоят, ну, там, до 50 тысяч. Как да. начальный, как начальный набор для новичка, это он вполне подходит. Это там, Sony A6000, A6500, Panasonic. Вот я, кстати, сам снимаю на камеру Panasonic Lumix. Мгм. Ее я покупал 2 года назад за 50 тысяч рублей. И вот на нее я сейчас снимаю. И также, ну вот объектив я купил с рук за 10 тысяч. И у меня есть второй объектив, это Helios 44M4. Это М. советский объектив. Ну, если у вас, например, дедушка или папа занимался фотосъемкой, эти объективы можно с помощью переходников, старые советские объективы, одевать уже на свою камеру. И У них считается, что... стандартный, да? Нет, здесь Bayonet M42 это, ну, как бы вход для советских объективов, советских М. камер, Зенит, Фет. Если у вас лежат, обычно на дачах лежат в чемоданах Да-да-да. наборы, такие объективы, в принципе, они хороши в плане видеосъемки, так как для фото он не подойдет, так как у него нет автофокуса. А для видео мы занимаемся именно ручной фокусировкой, он, ну, более чем подходит. И если даже таких объективов нет, то они на любой доске объявлений там 1000-1500 стоят. То есть и переходник там рублей 500. То есть 2000 у вас один хороший портретный светосильный объектив. Мгм. Вот. Ну и также можете, допустим, купить какой-нибудь флагман. Это Canon EOS R. Да. Это нынешний флагман Canon беззеркальный. А, И если, естественно, позволяет бюджет, вот эта камера, в отличие от этой камеры, дает больше возможностей как фото, так и видео. Вот эта камера, она заточена, ну, больше под видео. Фотографирует она, ну, так себе. Но на самом деле
принципе, не имеет большого значения то, на какую камеру ты снимаешь. Главное, ну, как это снимать. Я очень много в Инстаграме видел начинающих видеографов, которые на телефон снимают и делают, ну, очень хорошее видео, которые снимают на бюджетные камеры, у которых, ну, очень сильно развит вкус и стиль, и они работают ну, с тем, что есть. Они снимают на телефоны, на дешевые камеры, при этом они стараются свое видео как-то разнообразить и сделать его красиво. То есть не обязательно иметь кучу денег для того, чтобы этим заниматься. И также не обязательно этим зарабатывать деньги, чтобы ты мог этим заниматься. У меня курсы проходит очень много людей, которые хотят просто снимать свою семью, просто снимать своих Мгм. детей, какие-то праздники, мероприятия и создавать памятные эмоции, которые будут храниться, ну, долго-долго-долго. Супер. Вот мы услышали то, что... А правда то, что начинающему фотографу лучше не покупать дорогую камеру, а брать ее с рук, там на доске объявлений искать и так далее. Сразу начинать с дорогой камеры, с покупки не стоит. Согласишься Ну, ли ты с этим? ну, это очень спорное заявление в том плане, Мгм. что каждый же думает по своим возможностям. В любом случае, Мгм. если ты покупаешь дорогую камеру, ты также дорого, если что, ее можешь продать. Но при этом дорогая камера, флагманские модели, они дают пространство для маневра. Они могут прощать ошибки новичкам. В связи с этим у тебя твой рост будет идти быстрее немного, да, нежели если бы ты взял дешевую, так как с дешевой, чтобы сделать хорошую картинку, нужно все же немножко постараться. А если ты берешь сразу же дорогую технику с премиальными объективами, да, которые выдают красивую картинку, то, соответственно, ну, тебе будет легче работать впоследствии. Мгм. Я также знаю Вот. много фотографов, у которых там флагманские фотоаппараты, там, да, и при этом у них хорошая картинка, но я почти уверен, что хорошая картинка только за счет того, что у тебя, допустим, там Mark 4 и Sigma 35. Это, ну, М, премиум объективы, которые, ну, создают хорошую картинку. Понятно. Вот я прошла обучение, допустим, в онлайне, да, купила камеру, Мгм. начала снимать. И сейчас вот просьба поделиться программами, советами, которые Василий использует в своей работе. Никаких секретов нету. Это стандартная программа Adobe Premiere Pro, которая используется, ну, большинством, подавляющим большинством видеографов, операторов, которые, ну, начинают свою деятельность, да, и на которых снимаются большие продукты, большие. Это Adobe Premiere Pro, там эхо небольшое. Да, Анастасия, у вас вот это, по-моему, у нас. Мгм. А, Вот, и с этой программой я начинаю работать. Ой, очень большое эхо, Анастасия. Вам нужно звук отключить. Алло. Так, слышно, да? Уже Анастасия, нормально. так, все, вроде бы звук исчез. Мгм, Мгм. Ну, это Adobe Premiere Pro. мгм, Программа, она, в принципе, довольно-таки проста в использовании. При этом, ну, нет такого, чтобы прям только Adobe Premiere Pro использовать. В принципе, можно работать на любой программе, которая позволяет тебе монтировать видео. У них, в принципе, функционал один и тот же у всех. Единственное различие – это интерфейс и, ну, скажем так, сила привычки. Некоторым людям, которые начинали очень давно работать на Sony Vegas, им очень сложно перейти на Premiere, на Edius. А так этих монтажных программ достаточно много, и каждый выбирает себе по вкусу, скажем так. Есть, м. соответственно, более профессиональные, на которые делают кино, там, как специализированные только для цвета. Ну, такая более универсальная – это пример, на котором я работаю. Мгм. Так, а можно сейчас вот показать нашим зрителям те программы, которые вы используете в своей работе? Прямо вот демонстрацию экрана включить и поделиться советами.
Ну, вот моя линейка, чем я занимаюсь, те Мгм. программы, которые я использую. After Мгм. Effects в большинстве случаев вот так. Иллюстратором, ну, я очень редко пользуюсь, скажем так, да. До Premiere Pro монтажная программа, After Effects для, ну, таких эффектов, соответственно, да. Ну и Photoshop все знают. Media Encoder для экспорта материалов. А, Нужно Adobe. показать процесс монтажа, ну, вообще показать саму программу. Да, давайте лучше посмотрим, потому что как она выглядит и как ее использовать. Сейчас она запустится. Только я не ту запустил. Вы всему этому на своих мастер-классах обучаете, да, своих слушателей? Но я обучаю базовым вещам, которые позволяют начать. То есть, соответственно, Мгм. а, ну, очень сложно всему человека научить там за 8 занятий, за 16 часов. Мгм. А, Мои уроки, они даются больше упор на практику. То есть я объясняю, и при этом каждый урок идет домашнее задание. Потом проверка домашнего задания, и в последующем следующая тема, опять домашнее задание. И вот так вот поэтапно я разделил весь процесс от начала там, создания проекта до экспорта. То есть от начала продукта, от задумки, съемка, монтаж, цветокоррекция, использование там переходов, эффектов и тому подобное. Вот. Вот так примерно выглядит программа. Тут все довольно-таки просто. Слева вкладка проектов, куда мы закидываем весь материал, все, с чем мы будем, Мгм. ну, наше видео получается, да. Дорожка таймлайна– это то, где будет, ну, где должно происходить само действие. То есть видеодорожка, аудиодорожка, звук, а также ну, слой цветокоррекции. Здесь работа с эффектами слева. Это работа ну, с физическими эффектами. Там позиция в Мгм. кадре и тому подобное. И здесь идет вкладка цветокоррекции. То есть здесь мы можем... Сейчас я эту штучку подтяну. Так. Ладно, давайте сделаем так. Тут окошко немножко закрывает. Окошко цветокоррекции, где мы можем, в принципе, так же, как в обычном там, в Инстаграме, в телефоне, экспозицию настраивать, контраст, белые, темные, сделать холодную, теплую картинку. Здорово. Ну, то есть здесь мне нравится эта программа тем, что здесь есть все. Также можно Мгм. работать со звуком. а, Так, примерно. Здесь показывается звук. И, в принципе, я считаю, что больше от программы, ну, не нужно требовать. Она дает весь функционал для того, чтобы создавать видео и начать работу. М. Круто. И сейчас вот программ очень много, да, наверное, для скачивания. Это в Play Market, в App Store можно закачать программу, либо надо ее покупать. Естественно, эти программы, они в большинстве своем платные, это подписки. Мгм. При этом вот пакет адобовский, он довольно-таки дорогой. Там в месяц около 3000 рублей уходит. Это если брать только пример. Если брать весь пакет, там ну, очень дорого выходит. Но есть бесплатные версии, да, можно скачать пробную на 30 дней, можно ну, как-то поискать где-нибудь А. что-нибудь. Вот, и, ну, выход найдется всегда. Вот в последнее время мы наблюдаем то, что, допустим, бабушки, тети начали даже монтажом заниматься. Закачивают там приложение Vivo Video и начинают у себя home-видео снимать, и начинают даже вот, запускать, там, иллюстрировать, эффекты добавлять. Мгм. Что скажете по этому поводу? Но это замечательно. Это значит, что видеография стала еще на несколько шагов ближе. Раньше считалось, что ну, буквально там лет 5 назад, что человек вот с таким фотоаппаратом не может быть видеографом, не может быть оператором. Для этого у тебя должна быть постоянно на плече вот такая бандура сидеть. Ты Да-да-да. должен и кассеты менять, и у тебя должна быть жилетка, в которой очень много там маленьких кассеток, маленьких всего там нюансов, и сзади обязательно должно быть написано НВК Саха. Да. А, Вот, ну,
это большой шаг. В принципе, то, что люди начали этим заниматься, это же замечательно, это хорошо. Вообще видеография, она же для чего создана? Для того, чтобы хранить эмоции, хранить какие-то воспоминания, которые сохранятся надолго. Например, вы сняли там, условно, там, свою дочку, своих родителей 5 лет назад, да, и они такими уже не будут, они такими сохранятся только на видео, и в последующем ты не сможешь увидеть там свою дочку пятилетнего возраста, ты не сможешь увидеть своих родителей, себя в конце концов. Да, И когда ты снимаешь видео, его ценность видео приобретается со временем, когда ты через 10 лет смотришь это видео, через там 20 лет смотришь это видео. Сейчас же очень классно смотреть видеозаписи, которые делали наши отцы, снимая там на старые камеры, при этом ужасного качества, но при этом они так дороги и так ценны. Потому что мгм, это история, и раньше, ну, не все могли себе это позволить. конечно, И согласна. если сейчас этим занимаются даже бабушки, там, то это очень хорошо, что значит молодежь в последующем будет, ну, точно этим заниматься. Тем более сейчас прогресс не стоит на месте, сейчас все дети хотят быть блогерами, хотят быть фрилансерами, фотографами, и эти же памятные моменты, они же будут сохраняться в любом случае, так как ну, теперь у каждого есть свой фотоаппарат в телефоне, своя видеокамера в телефоне, как минимум. Да-да-да. Вот. Как какие из этих программ, на ваш взгляд, ну, более такие, ну, скажем, приспособленные для работы начинающих? И Если, используете ли вы приложение? я, если честно, ни разу не использовал видео, ну, Ага. то есть монтаж на телефоне. Я точнее пробовал, я скачивал, есть приложение Adobe Rush, это, ну, тоже из пакета Adobe, да, Мгм. но оно, соответственно, тоже платное, и мне не совсем удобно было им пользоваться, так как у него функционал ограничен. То есть в таких программах, ну, по крайней мере, в Adobe Rush, там нельзя использовать стороннюю музыку. Я не могу скачать себе музыку на телефон и запихать ее в видео. Там используешь только стандартные, либо с Apple Music, а для того, чтобы использовать, нужно покупать подписку. Ну, не очень удобно. Мгм. Вот. И остальными программами я не пользовался. Вот если честно сказать, вообще никогда. Ну, мне гораздо проще снять на телефон или там на камеру, потом закинуть на компьютер, быстро смонтировать и там залить в Инстаграм, чем а, мучиться недостаточным функционалом на телефоне. Мгм. Пока что есть одна программа, которая, ну, как бы в интернете очень хвалят. Я сам ей не пользовался, но при этом у нее тоже подписка там около 2500. Но, судя по отзывам, она, ну, довольно-таки хороша. Мгм. Хорошо, вот мы с программами определились, и давайте теперь нашим зрителям будем, давать советы, лайфхаки от Василия, которые надо использовать при съемке. При съемке, ну, вот самое Ага, главное правило– это снимать. То есть ага, снимать, если ты хочешь научиться, самое главное– это практика. Нужно много снимать, часто снимать, нужно уметь критично к себе относиться и уметь анализировать свою работу. Это вот самый главный критерий, которыми нужно начинать. Соответственно, если ты не снимаешь, ну, как бы, ну, нечего и начинать, да. Какие бы ты теоретические знания не получал, на практике их в любом случае нужно будет закреплять. А, Во-вторых, самая большая ошибка всех начинающих, они снимают мало. То есть м, они считают, что сняли достаточно, при этом потом приходят на монтаж и видят, что у них недостаточно материала. То есть снимать нужно много, точнее, часто и много. А, Второй, это получается третий уже, да? Третий совет– это снимать нужно менять крупности. Что такое мгм. крупности, да? Сейчас покажу. Да, мы можем посмотреть это на экране, что это собой представляет? Да, сейчас, секундочку. Загружайся. Виды крупности. А, Мгм, Все мы смотрим кино, все мы смотрим сериалы, и в кинематографе используется
разные варианты крупности для передачи каких-то эмоций и настроения в кадре. То есть если мы используем общий план, нам нужно показать, в какой обстановке находится главный герой. Если мы хотим показать его эмоции, то нам нужно использовать крупный план, где мы показываем лицо человека, где он может их показать. То есть проблема всех начинающих, что они всегда снимают средний план. Почти всегда снимают только средний план. Это очень мало деталей, очень мало крупных планов, очень мало общих планов. В принципе, вот этого достаточно для начала, если ты хотя бы начнешь менять ракурсы. То есть отойдешь на 3 шага назад, снял, подойдешь поближе, снял портрет, снял деталь, там руку, например, как она там волосы поправляет, там, или он берет кружку, пьет. То есть одно действие можно снять с разных ракурсов и показать это более интересно, более кинематографично, нежели если бы мы вот как сейчас сидим и говорим, например, да. Если бы я снимал бы нашу трансляцию сейчас, я бы снял бы о том, как, допустим, вы там сидите, смотрите в записи там глаза, как я беру кружку, как я там вожу мышкой по экрану, то есть больше крупных кадров. Вот. И этого достаточно для того, чтобы начать создавать уже. Так как если у тебя есть разные крупности, у тебя будет в конечном итоге более интересный монтаж, у тебя будет пространство, скажем так, для маневра в монтаже, когда ты можешь одно действие сократить. Ну, допустим, для примера, когда человек берет кружку, наливает кофе, заваривает, сахар добавляет, он потом выпивает, это, ну, какой-то продолжительный промежуток времени, 3 минуты, например, 2 минуты, да. С помощью вот смены крупности мы можем менять хронометраж действия, то есть мы можем отдельно снять, как он взял кружку, там 2 секунды, 1 секунду, как он кофе кинул, еще секунду, как он залил кипяток, и 3-минутное действие уменьшить там, до 10-15 секунд, при этом это выглядит интереснее, чем если бы человек просто наливал, заваривал себе кофе 3 минуты, и зритель давно бы потерял к нему интерес. Вот. Это что касается крупностей. И также нужно работать по правилам композиции. Существует правило композиции, которое используется вообще везде. И пришло оно нам из живописи, из искусства, где мы смотрим на картины художников, они используют все композиционные правила, правила золотого сечения, либо упрощенное правило третей. Это когда мы наш экран делим на... Сейчас я какой-нибудь... Когда мы наш экран делим на 3 части, вертикально и горизонтально, и в точках пересечения, либо на линиях этих разрезов кадров мы ставим свой предмет съемки нашего героя, тем самым привлекая внимание зрителя. То есть вот эти вот пересечения линий – это точки концентрации внимания зрителя максимальная. Вот. Мгм. Ну и если вы смотрите, а вы по-любому смотрите кино, Да. в каждом клипе, каждом ролике, каждом трейлере, каждом фильме используются эти правила, правила третей. При съемке диалогов людей находят, ну, ставят друг напротив друга на пересечении этих линий. Когда люди снимают пейзажи, происходит то же самое. Вот здесь, например, правило симметрии, когда мы делим экран на 2 части, либо вертикально, либо горизонтально. И соотносим эти кадры, они должны быть либо симметричные, либо эта полоса делит экран на 2 части, где вот здесь море, например, да, нижняя часть и верхняя горы, и взгляд сразу притягивается на верхнюю часть. Мгм. Ну вот это правило третей, правило композиции, и у меня задание есть для своих учеников, это после первого урока теоретического, они находят, ну, свои любимые сериалы, фильмы, да, и подготавливают мне такую презентацию, где они показывают, что вот в этом кадре они используют там, правила третей, правила симметрии, здесь снято крупно, там, ну, рассказывают, что для того, чтобы усвоили материал, который я им преподал. Мгм.
Также эти правила становятся фирменными визитными карточками некоторых режиссеров. Например, там Стэнли Кубрик. У него почти каждый кадр, он идеален в плане симметрии, в плане композиции, там, «Сияние», там, все остальные его фильмы, где вот эти пересечения линий, ну, это его визитная карточка, и он с ней работает и прославился тем, что а, в этих фильмах все по правилам, скажем так. Мгм. Поэтому и есть зритель на его фильмы, его смотрят и Да, э, совершенно верно. пользуются популярностью, да? Ага. Вот мы посмотрели советы, и, в принципе, начинающий видеограф, он может все это использовать, правильно тогда? Да, да, он должен все это использовать. Ага. Есть люди, которые не используют эти правила и Ага. отходят, но для того, чтобы нарушать правила, нужно их знать. Точно. Вот. Мгм. А как вы начали зарабатывать? То есть, с чего все это началось и как выйти на, доход? Потому что понятно, то, что это любимое занятие, и, в принципе, если этот еще способ заработка, то это же очень круто. Да, хороший вопрос. Ну, зарабатывать я начал прямо в тот момент, когда я начал снимать. То есть у меня первая Да-да-да. съемка, она была оплачиваемая. Наверное, это очень сильно повлияло, ну, точнее, это единственное, что повлияло на мой выбор, так как мне было там 17-18 лет, и я не знал, чем я буду заниматься в будущем. А, Я тогда учился на первом курсе, да, на первом курсе на психолога. А, Ну, я не знал, чем я буду заниматься, и тогда 2000 там, за 2 часа это что-то потрясающее было, потому что я пробовал работать официантом до этого, мне там платили, по-моему, 500 рублей за смену, М. а это было там обслуживание банкета, там 12 часов работал, по-моему, да. Вот, ну, как бы деньги, ну, в тот момент операторов было мало, и тех, кто умел обращаться с камерой, так как они были, ну, не совсем понятны, скажем так, да, для того, чтобы освоить. В этот момент я начал зарабатывать. Ну, и в последующем там были этапы, в которые я переходил из одной студии в другую, потом я работал, ну, в очень многих студиях, на очень многих проектах. В последующем я переходил в разные команды, чтобы набраться опыта. Но у меня был такой план. То есть в какой-то момент я вот на третий год, на второй год я понял, что нужно идти дальше, потому что пошел прогресс, люди начали переходить на фотоаппараты, а я все так же снимал на камеру и не понимал, как это делать. И поэтому я пошел, ну, скажем так, тогда к самым топовым видеографам и просился к ним, ну, так, помогайкой, подаваном, скажем Мгм. так, да. Вот, и я с Ваней Тищенко, Иван Тищенко, он ну, лет 5 назад был один из самых топовых видеографов, вот, и я у него практически 2 года проработал второй М. камерой, набрался опыта, там очень много а, с опытными видеографами, с операторами тогда разговаривал, спрашивал, что, как снимать, и а, ну, воровал их фишки, скажем так, да. Да, конечно. То есть создавал, если это можно так назвать, свой стиль, когда ты смотришь на чужие работы, ты говоришь, о, это классно, теперь это мое, я так тоже теперь делаю. И у всех по чуть-чуть набираешь, что-то убираешь, что-то добавляешь и создаешь свой стиль съемки, монтажа, ну и с опытом там оттачиваешь это, скажем так. Вот. Но если мы говорим про сейчас, давайте поговорим до пандемии и после пандемии, да. До, Давайте. пан- До пандемии все было намного проще, потому что был очень большой спрос, люди не сидели дома, и этот рынок, ну, довольно-таки хорошо развивался, скажем так, да. Ну, естественно, самый главный доход – это свадьба. Люди женятся Мгм. всегда, свадьбу и юбилей, скажем так, да. И начинающему видеографу очень просто начать с этого. И я бы рекомендовал, наверное, поработать помогайкой первые там 3-5 свадеб, чтобы посмотреть, как это вообще делается, как работают другие люди. А, Скорее всего, это будет бесплатно. В большинстве Да. своем это будет бесплатно и только для того, чтобы набраться опыта. Потом я бы рекомендовал начать с там, нескольких заказов бесплатных.
То есть ты должен, так как ты не профессионал, ты не несешь ответственность за свой труд. И ты должен делать это бесплатно. Желательно там со свадьбы друзей, небольших свадеб, чтобы набраться опыта. Либо ты работаешь бесплатно, но второй камерой. Это самый идеальный вариант, когда у тебя есть напарник опытный, когда и у тебя есть возможность накосячить. То есть, если ты Точно, накосячишь, у молодоженов останется какое-то видео в любом случае, да? конечно. М, Вот. Ну вот с этого я бы начать. Первые такие финансовые заказы я бы рекомендовал брать, ну, юбилеи. Мгм. Там не нужно практически ничего от тебя. Это репортажная съемка, когда ты снимаешь просто юбилей, а, и стараешься сделать это хорошо, стараешься сделать это интересно, и в этот момент нужно понять груз ответственности. То есть 50 лет людям не всегда будет. Ну, то есть один раз в жизни, скажем так, да. А когда ты Конечно. снимаешь свадьбу, груз ответственности увеличивается, ну, в разы. То есть, соответственно, когда ты берешь деньги с них, ты должен гарантировать то, что все будет хорошо, ты а, гарантируешь то, что у тебя будет какой-то хороший результат, и в последующем должен оправдать эти ожидания. И вот такое вот, да, скажем так, с этого можно было бы начать. Ну, либо есть второй путь, это для более творческих людей, да, которые не хотят идти ну, в большую коммерцию, скажем так. Это начать снимать просто творческие съемки для магазинов, бесплатные, соответственно, да, работы с моделью, по локациям. Этот путь, он, ну, мне кажется, более долгий, менее прибыльный, но в последующем он тебя приведет К результату. к большей коммерческой успешности, скажем так как ты будешь Мгм. затачиваться не для свадебных съемок, а для коммерческих съемок, где ты будешь учиться работать с моделями, с локациями, со светом. Ну вот в этом направлении можно двигаться. А, Съемки после пандемии. Это Да-да, такой... э, Сейчас во время пандемии очень сократились количество заказов, скажем так, конечно. да. А, Единственные, кто заказывает, это крупные корпорации, крупные компании, у которых ну, довольно-таки идет заработок, да, у которых заработок так не зависит от обычных Ситуация. людей, от обычных Мгм. людей, скажем так, да, для того, что, ну, автозаправочные, ну, то есть топливные компании, люди всегда ездят, там, государственные машины ездят, они всегда заправляются. Аптеки, там, градообразующие предприятия. а, Ну, сейчас путь один – это начать заниматься и делать что-то интересное, да, более творческие проекты, потому что люди сидят дома сейчас, люди изголодались по чему-нибудь красивому, чему-нибудь интересному. Люди сидят дома, все там в онлайне, онлайн-обучение, онлайн-трансляции в Ютубе. И если, мне кажется, если ты начнешь сейчас делать что-то интересное, что-то красивое, что будет интересно людям, а, то там в конечном итоге тебе придет успех. Вообще, если заниматься видео и делать это хорошо, в последующем тебе в любом случае придет успех, просто нужно немножко времени. Мгм. И у каждого, ну, у меня такое мнение, у каждого видеографа, у каждого оператора есть свой клиент. То есть ты за день, ну, то есть в единицу времени ты не можешь делать две съемки. Поэтому у тебя всегда будет один клиент. Не нужно гнаться за всеми, чтобы стать более успешным, скажем так, да. Вот Да. есть куча видеографов, которые пытаются, ну, точнее, растут в отдельных отраслях, там, только выписки из роддома снимаю, только детсады, только юбилеи, только свадьбы, там, только реклама, только творческие проекты, только там, Фэшн-съемки, да? да, только лекционный материал. То есть можно спокойно развиваться в одном направлении, которое тебе нравится. Мгм. Супер. И все-таки результат лучших съемок, результат шедевра — это командная работа. Это же работа нескольких специалистов, скорее всего, да? Ну, естественно, да, чем больше Мгм. людей, тем ты больше сфокусирован на своем результате. То есть, если говорить так, то видеограф – это человек, который, ну, человек-оркестр.
Ты Мгм. режиссер, сценарист, постановщик, свет сам ставишь, камерой сам управляешь, фокус сам крутишь, монтаж сам делаешь, цветокоррекцию сам делаешь, да. Если говорить по уму, как это должно быть, допустим, в больших городах, на больших продакшенах, это отдельные люди. Все это отдельные люди, там плюс добавляется. В кинематографе даже есть отдельные люди, которые крутят фокус, то есть есть оператор М, самый главный, который сидит на стульчике и смотрит в экран и говорит, как это нужно делать. Есть камерамены, которые настраивают камеру, есть ребята, которые просто толкают камеру, двигают, направляют ее движение, кто фокусом занимается, свет ставит. И, соответственно, когда ты сконцентрирован на чем-то одном, например, оператор-постановщик, он смотрит, как, ну, как что, где находится в кадре. И он занят только этим. Он не мгм. отвлекается на свет, там, на игру актеров, там, на движение камеры и тому подобное. Вот, поэтому, да, естественно, лучше работа в команде. Ну и еще плюс к тому, что у каждого, ну, ты не можешь гарантировать свою компетентность в том или ином вопросе. Например, ну вот ни разу я не стилист, вот ни разу не стилист, ни разу не визажист, не там кто-то еще. Я вот просто видеограф, я снимаю на камеру. Если у меня есть познания, то они, ну, очень поверхностные, где в последующем кто-то посмотрит, хороший стилист, например, да, там, и скажет, ну, это дерьмо, Может быть такое, да? да. Да, да, соглашусь, пожалуйста, что командная работа — это лучший результат. И у Да. нас время поджимает. Давайте огласим вопросы, которые у нас появились в "Инстаграм"-канале. Мгм. А, Зрители спрашивают, где и когда проходят ваши курсы. В данный момент курсы проходят онлайн, это, ну, тоже через площадку Zoom. Я практиковал групповые занятия по 4 человека, но мне больше понравилось индивидуальные занятия. Ну, то есть это онлайн, это 4 урока, примерно по часу-полтора с домашними заданиями. И я надеюсь, что скоро снимут ограничения, и мы выйдем в оффлайн после снятия ограничений и начнем работу уже, ну, В лично, оффлайне. скажем так, да, в оффлайне, что, соответственно, ну, что лучше в любом случае. Вот как раз таки это был второй вопрос, когда они задали, когда начнутся задания занятия в оффлайне. То есть, ну, как только снимут Как только так ограничения, сразу, да. как только, так сразу. А пока мы можем отправить ссылку в Инстаграм, ну, номер контакта Василия тем, кто желает, да, после эфира. Скажите, пожалуйста, Василий, все-таки вот мой вопрос: видеография — это скорее талант или приобретенные навыки через практику? М, Ну, 90% это труд, это практика, и, ну, Мгм. скажем, 10% это талант. Есть люди, которые приходят в эту сферу с талантом, там 90% они набираются немножко практики и дают хороший результат. Но смотря на своих коллег, я вижу, что в основном это трудящиеся люди, которые весь свой скилл, весь свой опыт наработали трудом. А, Мгм. И, ну, как непосильным трудом, с помощью проб и ошибок. Ну, я не скажу, что талант не нужен. Он есть, он нужен, но больше нужна талант, точнее, как бы это сформулировать. Талант и вкус, нет, вкус и стиль, чувство стиля, он нарабатывается. А талант, он как бы, ну, может быть и врожденный, но в большей степени нужен труд. Мгм. То есть все-таки практика, труд могут сворачивать горы, могут привести к Да, результату. да, естественно. Чем Ага. больше ты снимаешь, тем больше ты совершаешь ошибок. Чем больше ты совершаешь ошибок, тем меньше ты совершаешь ошибок. Мгм. Вы знаете, за что я люблю свою работу, так это то, что каждый день получаю все новые знания, приобретаю какие-то какие-то скиллы, да, вот, которые потом в последующем мне обязательно пригодятся. И вот за это я обожаю свою работу. Сегодня у нас был, для тех, кто только присоединился, я напоминаю то, что у нас сегодня в гостях был Василий Нигнюров, мгм, опытный видеограф, известный, да, и он поделился отдельными советами, рассказал лайфхаки, программы, которые используют в своей работе. Это вы можете просмотреть в записях. Мы благодарим за
проведенный наш эфир и дадим слово Василию для того, чтобы он... Ага. Спасибо большое, что позвали меня. Для меня это очень интересный опыт. Я вообще очень люблю говорить, очень люблю участвовать в интервью, и мне очень сильно понравилось. Спасибо большое. Нам также, мы вас благодарим, и надеемся, что скоро снимут ограничения, и мы начнем с вами работать. Увидеться в оффлайне. В оффлайне. Спасибо. Всем пока. Всего доброго. Пока-пока. Доброго.